Нет вопросов. Нет вопросов. Пожалуйста, нет вопросов, да? Уважаемый Сергей, давайте. Людмила Рюбековна, исходя из вашего выступления, можно ли сказать о том, что все-таки есть разница между правами тех лиц, которые получили гражданство через филиацию и через натурализацию? Если речь идет о международных документах, отдельного такого разграничения о том, что права граждан, которые натурализованы или получили по рождению, могут быть разграничены, таких норм в международных документах нет. Но практика рассмотрения каких-либо жалоб, да, тогда, когда натурализованные граждане обращались с вопросами не то что о восстановлении, а о дискриминации в связи с тем, что они были натурализованы, они говорят о том, что поскольку есть суверенитет государства, то государство вправе принимать нормативные акты, законы, которые будут в рамках 7 статьи Всеобщей декларации рассматриваться. Так, в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, приводя в качестве примера, по-моему, Великобританию, да, что и привели определенные основания. Вы сказали, это не утрата гражданства, а отзыв, да, отзыв гражданства. При этом вы сказали интересам Великобритании. Там есть какая-то конкретизация, вот раз вы изучали этот вопрос, изучали законодательство этих стран, там есть какая-то конкретизация, вот в чем заключаются, например, интересы Великобритании? Или там какой-то вот такой строгий перечень там предусмотрен у них по основаниям, по которым, в общем-то, у человека могут отозвать гражданство, как вы сказали? Вот в части Великобритании имеется вопрос о том, что если они, натурализованные граждане, присоединяются к иностранным боевым формированиям и по части терроризма. То есть есть случаи, когда они лишались гражданства. Так, вы дальше вы же говорили. Да. Интересам. Вы сказали, наносит ущерб интересам государства, вы сказали. Нет, это из вашего выступления. В отношении Великобритании действует вопрос присоединения к иностранным боевым формированиям, участия в террористических группах. Вы вот из вашего письменного этого, это из вашей письменной позиции. Да. Вы здесь конкретно пишете, вы не можете просто меня понять, я обращаю внимание на такую серьезную деталь, а вы не можете ее, вы здесь пишете. Так, в Великобритании гражданства могут быть лишены натурализованные лица, которые причинили серьезный ущерб интересам государства. В Италии натурализованные лица могут лишить гражданства в случае совершения ими действий, угрожающих безопасности государства. Нидерланды используют механизм отзыва гражданства за участие в террористической деятельности, служение в иностранных вооруженных формированиях. В Австралии предусмотрен отзыв гражданства лиц, подозреваемых или осужденных за терроризм. И вот в данном случае я задаю вам вопрос по двум позициям, которые вы сами написали, по Великобритании и по Италии. Да? Вы тут пишете, тут написано, в случае совершения ими действий, угрожающих безопасности государства. Я говорю, там есть какой-то конкретный перечень, который включает в себя вот эти действия, которые, видите, угрожают безопасности государства. Вы тут в отношении Великобритании и Италии привели. Вы дальше не расписываете, что там боевые действия, это отдельно боевые формирования. В контексте терроризма есть в Великобритании вопрос. В контексте терроризма. Хорошо, в Италии. В Италии... Я просто говорю, у них конкретно вот это расписано. Вот в этом конкретно сказано, там дальше в Нидерландах там конкретно сказано, да? Только в двух позициях. Мы рассматривали в контексте наличия дифференциации между натурализованными гражданами и лицами, которые приобрели гражданство. Вот в этом контексте. Хорошо, вы меня так и не поняли. Ладно, присаживайтесь.